Здравствуйте, в эфире новости спорта. В студии Власий Сергеев. Женская сборная России по футболу на своем поле со счетом 0-0 сыграла в ничью с командой Португалии в ответном стыковом матче за право поехать на чемпионат Европы 2022 года. Первая встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась победой россиянок со счетом 1-0. Таким образом, по сумме двух игр российская команда вышла победительницей и завоевала путевку в финальную часть соревнований. Отметим, что россиянки отобрались на чемпионат Европы в 6-й раз в истории. Турнир пройдет в июле на стадионах Англии. Футболисты французского ПСЖ проиграли немецкой Баварии в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий гостей Эрик Шупо-Мотинг. Несмотря на домашнее поражение, французские футболисты вышли в следующий раунд турнира благодаря большему количеству голов, забитых на выезде. Напомним, в первой игре парижане в гостях победили баварцев со счетом 3-2. В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния между английским Манчестер Сити и немецким Боруссией из Дортмунда. В другой четвертьфинальной встрече игрового дня Лиги чемпионов английский Челси дома со счетом 0-1 уступил португальскому Порту. Результативным ударом на 94-й минуте отметился форвард гостей Мехди Тареми. По сумме двух матчей в полуфинал турнира вышли аристократы, одержавшие победу в первой встрече со счетом 2-0. Отметим, что обе игры данного противостояния прошли в испанской Севилье из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В 1/2 финала Челси сойдется с победителем двухматчевой баталии между испанским Реалом и английским Ливерпулем. Казанский «Акбар» в гостях обыграл омский «Авангард» в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Дублем отметился Кирилл Петров, которому в этот день исполнился 31 год. Счет серии до 4 побед стал равным 3-3. В рамках регулярки команды обыграли друг друга по 2 раза. Решающая игра данного полуфинального противостояния пройдет в Казани 15 апреля. Напомним, ранее в финал Кубка Гагарина вышел московский ЦСКА, победивший в серии петербургский СКА со счетом 4-2. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над сербом Ласло Дьере в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Монте-Карло. Игра продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6-4, 6-1. В следующем круге россиянин сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой. В данный момент 24-летний Хачанов занимает 23-е место в рейтинге ATP. Он является победителем 4 турниров под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на стартах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 5 медалей на всероссийском турнире по вольной борьбе памяти героя гражданской войны Василия Чапаева. Соревнования прошли в Челябинске. Якутские спортсмены стали обладателями 2 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых наград. Чемпионами турнира стали Дмитрий Ларионов, выступавший в весовой категории до 57 килограмм, а также Джулус Федотов, первенствовавший в весе до 61 килограмма. 13-летний якутянин, играющий на позиции вратаря Беликто Циренов, зачислен в ВИЗ, одну из ведущих школ по мини-футболу России. Воспитанник якутского «Динамо» после успешного выступления на всероссийском турнире «Кубок будущих легенд» в Сочи отправился на просмотр в Екатеринбург. 10 дней якутянин и 2 голкипера из других регионов проходили просмотр под руководством лучшего вратаря мира 8-го года Сергея Зуева. По итогам отбора Циренов был зачислен в команду ВИЗ, которая является бронзовым призером первенства страны по мини-футболу. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!